Муталим. Наконец наступил рассвет. Мехди не забыл, что целый день не совершал намаза. Омовение совершил снегом, очистил веткой место, положил сено, а на него разостлал плед. Повернувшись лицом к югу, он прежде всего совершил свой утренний намаз. Потом все пропущенные намазы по очереди. Совершил краткий дуа, закончив его так: «Господи, народ мой изгнан из своего отечества, и на то Всевышняя воля Твоя. Ты не отправил меня на чужбину. Надоумь, что мне дальше делать? Для чего-то Ты сохранил мне жизнь, вырвал из когтей этой жуткой ночи. Благослови женщину, что оставила мне спички, благослови косаря, чьими трудами собрано то сено, которое я жег сегодня ночью. Господи, сохрани мой народ и прости ему. Амин». Муталим, беглец, обулся, завернулся в свой плед и пошел через лощину к дальним хребтам в горы. На равнине его сразу схватят. Желудок посасывал, требуя питания. Но он шел бодро. Снег перестал, но солнце не хотело показываться этой обездоленной земле. Одолев к обеду перевал, Мехди присел на камень отдохнуть. Внизу, по ущелью, что-то двигалось в его сторону. Он стал ждать, укрывшись за скалой. Если это чужие, он спрячется, а если свои, выйдет навстречу. Скоро стали различимы всадник на коне, груженный поклажей, ослик из десяток овец, которых всадник гнал впереди себя. Свой, слава богу, он в кавказской шапке. У него, конечно же, и еда найдется. Мехди сел на открытое место, чтобы всадник увидел его издали. «Ассаламу алейкум». «Ва алейкум ассалам». Всадник соскочил с коня. «Ты был в горах?» – спросил Мехди. «Да, у меня там небольшая отара и наемный пастух. Ты не знаешь, что произошло?» «Произошло? Где?» «В нашей галгайской стране». Тот недоверчиво усмехнулся. «Что там произошло? Я был там в прошлую субботу. Все было как всегда. Тебя не было там целых 5 дней», – по пальцам перечислил Мехди. «А беда случилась вчера. Весь наш народ погнали в Сибирь, а некоторых убивают. Ты случайно не больной? Что такое говоришь?» «Нет, онах, я здоров. Я сам чудом спасся, когда нас на машине подвезли к высокому обрыву и стали сбрасывать вниз». «Как такому поверишь?» – сокрушался тот. «Расскажи-ка, сам ты кто такой?» Всадник тоже присел на камень. Мехди начал рассказывать со всеми подробностями все, что с ним за 1,5 дня случилось. Тот очень внимательно его слушал, прося повторять некоторые детали. «О горе, горе!» – схватился всадник за голову. «Что приключилось с моей семьей, со старым отцом и с матерью, с детьми? Неужели я больше их не увижу?» Удивительно быстро он успокоился. «Ты, наверное, есть хочешь?» Говоря прямо, со вчерашнего утра я кроме снега ничего в рот не брал. «Еда у нас есть, я тебя накормлю. Это долг путников и всех мусульман». Он подошел к ослику. Порывшись в поклаже, он достал полотяную сумку с провизией. «Пообедаем вместе, а потом подумаем, что нам дальше делать. Держи вот сумку, доставай из него кукурузную лепешку, сыр и курдюк. Что Бог дал». Он сунул Мехди в руки сумку, с которой вместо завязки свисал длинный ремешок. Муталим и удивиться не успел, как ремешок обвился вокруг его запястий и туго скрутил их. «Ты что делаешь?» – попытался вскочить несчастный, вскочить и высвободиться. Но всадник, прижав хилого юношу сильным телом к скале, сделал узлы. «Та-та-та, теперь поздно. Только рукам больно сделаешь». «Да кто ты такой есть?» Всадник вскочил на ноги, весело отдал честь. «По приказу советской власти, лейтенант НКВД Хачкиев Чоби Ахмедович. Явился для поиска скрывающихся в горах бандитов-одиночек. Имею орден за боевые заслуги. Вот если тебя живым и здоровым доставлю в Буро, еще получу. А если откажусь идти? Я тебе прострелю ногу, взвалю на осла и так доставлю куда надо. Или голову отвезу». Сумку с провизией он поднял с земли, отошел на свое прежнее место, основательно подкрепился, попил из фляжки воды. «Может, будешь в обиде, но мне придется тебя пристегнуть к ослу. Знаю, для ингуша это оскорбительно, но ты этого заслужил. Вместо того, чтобы трудом или учебой в советской школе строить социализм, ты затратил 9 цветущих лет, обучаясь у невежественных мул.
обучаясь науке обманывать неустойчивых темных людей. Религия – опиум для народа. Слыхал? Ты иди осторожно. Осел лягается. Караван двинулся в сторону долины. Изредка оборачиваясь в седле, НКВДшник продолжал просветительную пропаганду. «Я сам сын муллы. Не слыхал про Ахмад-муллу? А еще завистники прозвали его Бу-Ахмад. Ты думаешь, мне за него стыдно? Нет. Молодец, батя. Взял от жизни все, что мог». Он захохотал. Как достать перочинный нож из кармашка? Его пристегнули к ослиной узде на длинной веревке. Это было неудобно. Достать из кармашка нож. Достать незаметно. НКВДшник разболтался. Он считает юношу глупым, никчемным семинаристом, а издевается для собственного удовольствия, ибо есть у него потребность ежедневно поиздеваться над кем-то. Остроножные, ловкие и гибкие пальцы подоткнули нож снизу. Нож не застрял, а скользнул вверх. Он зажал его в ладони правой руки. Но как раскрыть лезвие, если левой рукой до него никак не достать? А знаешь, чьи это осел и овцы? Я тебе скажу, чтобы не скучал. Чавдара Хасана. Старый Ишак задумал равняться с опытным чекистом. Видишь, вон ту маслобойку с 2 ноздрями, что торчит из мешка на осле. С этим оружием он вздумал сопротивляться мне. Кричит: «Я тебя сейчас свинцом накормлю». «Ладно, ладно, — говорю, — ты храбрый старик, я отступаю. Ты меня напугал». Отъехал на расстояние недосягаемости для гладкоствольного оружия, снял свой карабинчик и срезал его первым же выстрелом. Власти надо покоряться, непокорных ждет смерть. Глупые ингуши этого не понимают. Теперь поймут. Им хорошо объяснят, что такое советская власть. И тебе объяснят. И тебя живого доставлю. Помнут, конечно, нос сломают, зубы выбьют, ребра поломают, но жив останешься. Еще меня благодарить будешь. А здесь, в горах, все равно истребители убьют. Это точно. Как наш комиссар говорит, эти барашки на шашлык нашему взводу. Чавдару Хасану они уже ни к чему. Там этой баранины видимо-невидимо. Вон Куркуль под носом у советской власти развел целый капитализм. А ты молчишь? Ну, молчи. Но думай, как встать на правильную дорогу. А то смерти не избежишь. Знаешь, что Владимир Ильич Ленин сказал? Кто не с нами, тот против нас. И еще он сказал: красный террор – наше право. Вот у кого бы тебе поучиться. Но куда тебе? Красный террор. Красивое слово. Террор. Террор. Мехди улучил момент, когда НКВДшник направился заворачивать отлучившуюся овечку. Поднес нож к рту и зубами открыл лезвие. Радостное тепло пошло по всему телу. Лезвие было отточено так, что им брили голову. Он изловчился и нажал кончиком ножа на тугой ремешок. В торопях порезал себе руку и разрезал ремешок сразу в 2 местах. Руки были свободны. Достать двустволку и убить? А если она не заряжена, а у него карабин? Мехди просто намотал веревку на руки, чтобы Чоби ничего не заподозрил. Спокойно. Аллах подскажет, как дальше поступить. Выручал до сих пор, выручит и сейчас. Вот поворот. Тропа здесь сужалась. Чоби остановился, пропуская вперед овец. «Чох-чох!» Мехди сбросил веревку на землю, схватил первый попавшийся под руку тяжелый камень, подкрался и нанес со всей силы по темени всадника. Тот издал звук наподобие звериного рыка, закачался и откинулся назад. Начал валиться с седла. Конь и не пошевелился. Мехди бросился на врага, сперва опрокинул его на спину, сорвал с него шубу, под шубой чекистская форма офицера, ремень с портупеями, револьвер, на груди награды. Муталим действовал спокойно. Этот негодяй или мертв, или без сознания, потому что голова бессильно болтается то в одну сторону, то в другую. Чувств никаких не испытывал, кроме брезгливости. Прежде всего опоясался снятым с чекиста ремнем, почувствовал тяжесть оружия на правом боку. Потом деловито опрокинул это размягшее тело навзничь и портупеями туго перевязал ему руки за спину. Теперь вернее, зубами не достанет. Усадил его, прислонил к скале. Он был жив, он дышал. Шея вся залита темной кровью. Надо бы добить. До сегодняшнего дня он не убил ни одного живого существа. Мехди отвел лошадь и привязал к колючему кустику. Бедный ослик.
Ты потерял сегодня старого доброго хозяина. Жалко». Ослик мотнул головой, как будто в самом деле сокрушался о гибели старого Хасана. Мехди достал двустволку, потому что умел из нее стрелять. Еще в детстве друг Гири научил его. Осенью они ходили за орешками в лес и брали с собой ружье. Дважды сам стрелял в большой гриб на дереве, но не попал. А Гири отошел еще на 20 шагов и разнес этот гриб. Вот как надо стрелять. Ладно, этому еще предстоит учиться. Видимо, он учился не всему, чему непременно следовало научиться. Мы живем в таком мире. Ружье было заряжено. Порывшись в мешке, Муталим нашел старый истрепанный кожаный патронтаж, а в нем полно патронов. Некоторые были бумажные. Мехди слышал, что бумажные, печатные, очень надежны. Он зарядил оба ствола и подошел к чекисту. Тот приходил в себя. Водил головой из стороны в сторону, тупо уставившись в землю. Услыхав шаги, поднял голову. Лицо исказилось от боли и непонимания того, что произошло. «Что ты со мной сделал, глупый?» «То, что ты собирался сделать со мной». Ты не человек. Ты безжалостный зверь. Со зверями на человеческом языке не говорят». «Тебе, глупый, лучше пойти со мной в буро и сдаться властям. Обещаю, что тебя отправят к семье. А тебе лучше приготовиться к смерти. Произнеси шагаду. Я тебе дам на это время. Возьму твою кровь за кровь старика». «Да пошел ты!» Он осекся, щелкнули взведенные курки, и 2 ствола нацелились ему в грудь. Отважный чекист повалился на землю и взмолился самым жалобным голосом: «Именем Всевышнего Аллаха заклинаю тебя, не стреляй! Я сделаю все, что ты скажешь. Вспомни светлый Коран, который ты так много раз читал. Я умоляю, я стану мусульманином. Но что мне сделать? Ради Аллаха, ради Аллаха!» Стволы опустились. У Мехди дрожали руки. Негодяй хитрил, но он произносил такие слова, перед которыми благоговейно склонялись руки, ноги, чело и душа. «Хорошо, я продам тебе твою жизнь в обмен на знания». «Знание? Какое знание?» – изумился тот. «Научишь меня стрелять из своего 5-зарядного ружья. Ты не умеешь? А ты потом развяжешь мне руки?» «Руки я тебе не развяжу. Так пойдешь». Карабин висел на луке седла. Мехди сел в 3 шагах напротив чекиста и положил оружие на колени. «Говори коротко и понятно. Ты назвал меня глупым. Это неправда. Говори». Вон с правой стороны затвора ручка с круглым шариком на конце. Толкни его ладонью вверх. Так, правильно. Теперь отведи до конца назад. Веди до отказа вперед и вниз. Винтовка заряжена. Неужели? Так просто? Не веришь? Подними ствол вверх и нажми на спусковой крючок. Мехди так и сделал. Прогремел выстрел. Потом он научился у него заряжать магазин и ставить на предохранитель. «Наш торг состоялся. Можешь идти». «Развяжи меня, а?» «Ну, пожалуйста». Мехди более не произнес ни слова. Молча пристегнул ослика к луке седла. Ружье взял в руки, винтовку перекинул за спину и поехал тихим шагом в сторону гор. Так началась его боевая жизнь. Чтобы не возвращаться к нему более, расскажем коротко о дальнейшей судьбе славного чекиста Чоби Хачкиева. Он добрался-таки до города. Отойдя с километр от того злосчастного места, Чоби присел на корточки спиной к шершавому камню, без особого труда растер ремень портупеи, освободил руки. На всякий случай он снял погоны, орден и 2 медали, документы завернул в платочек и спрятал за пазуху. Кто его знает, с кем придется встретиться. Все обошлось. В 11 часов лейтенант Чоби Хачкиев заявился в Шолхи в НКВД. «Где казенная лошадь и табельное оружие?» Нет, объяснения не слушали. Его били 2 дня, требуя подписать признание в пособничестве. Но он плакал, скулил, кричал, но не подписал. Продержался 4 месяца в каталажке, и его отправили к семье в Казахстан. Там весной 45-го года его убил колхозный сторож при попытке украсть посевное зерно. Кражу взвесили 7 килограмм и 400 грамм. «Эй, молодой человек, просыпайся! Ты забрался в эти дебри, чтобы основательно выспаться? Там, откуда ты пришел, тебе не мешали?» «Мешали, очень мешали», – произнесли его губы тихо, но глаза медлили открываться.
Сон был слишком сладким. «Мы хотели бы поговорить с тобой. Может, откроешь глаза?» Эти люди рассмеялись. «Ассаламу алейкум». «Ва алейкум ассалам», — вздрогнул Мехди. Он потряс головой, шевельнул плечами и глянул на 4 вооруженных человека, которые изучающе рассматривали его. «Кто вы?» «Мы-то? Мы. А вот кто ты такой? И что ты тут делаешь?» «Я Мехди, Муталим. А тут я бежал». «От кого?» «От солдат. А где добыл коня, осла и винтовку?» «Отобрал у Чоби Хачкиева». «У Чоби? Его-то мы ищем. Где он?» «Я ему завязал руки назад и отпустил». «Почему не убил?» «У нас с ним договор получился, а договор нельзя нарушать». Мехди стал рассказывать, но те мало что поняли. «Пошли. Тамада узнает, что ты за птица». Абрек хотел взять у него винтовку, но Мехди не отпустил. «Это мой первый трофей. Убери руки. Пошли к твоему Тамаде». Через несколько часов они были на месте. Ахмад сразу узнал юношу. «Вай, Мехди, ты как попал сюда?» «Мой односельчанин», — пояснил он Абреком.